Ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память, память. Я родилась в славном сибирском городе, который славится своей историей, известными именами сказочника Ершова, писателя Грибоедова, Достоевского. Это город, где есть белокаменная Кремль. Это город на Иртыше, Тобольск. Семья рабочая. Папа водитель, мама медицинский работник. Был брат, который младше меня на 7 лет. И, в общем-то, все свое детство я посвятила своему младшему брату. Мама с папой много работали, поэтому и трудолюбие, и желание помочь окружающим, наверное, было впитано как раз с их кровью, с их желанием, любовью наполнялась моя душа. Вы знаете, в моем детстве очень много ярких красок. Во-первых, это большая семья, потому что мой папа сам тоболяк, и у него семья, где 6 детей. Бабушка в свое время испытала как раз вот репрессию, оставшись с 6 детьми на руках. Но все детство я помню, как мы каждый праздник и каждый выходной собирались за большим круглым столом. Все дети бабушкины, внуки, правнуки. Это было чем-то очень ярким. Поэтому, наверное, сегодня я очень люблю, когда приезжают дети и внуки. Любовь к литературе, которую привела мне моя учительница Велижанская Елена Васильевна, и, в общем-то, привела меня к двери педагогического института в городе Тобольске. А весь тот запас жизни активиста, конечно же, в общем-то, дорога в пединститут была заказана, и профессия учителя тоже. Это то, без чего я не представляла своей дальнейшей жизни. В 1986 году, когда я заканчивала педагогический институт, в то время еще было очень популярным распределение по разным областям, городам Тюменской области. И поэтому я попала по распределению в город Когалым, связала свою жизнь именно с этим городом. И с 1986 года я живу здесь. Первые впечатления были удивительными. Как только мы увидели с мужем вот этот небольшой железнодорожный вокзал, здание вокзала, мы подумали, это что, город? Выйдя из вокзала, мы увидели вот эти деревянные дома напротив, тоже удивление было не меньшим. А когда распределение получила, именно направление получила в школу номер 1 и увидела достраивающееся деревянное здание, которое так красиво дополняло одноэтажное старое-престарое здание, то мне казалось, Лена, куда ты попала? Первый год – это был год становления. Когда нам дали комнату 5 квадратов, зайдя, мы увидели большую кучу песка в середине комнаты и подумали, это наш дом. Потом школа, которая была наполнена ребятишками очень добрыми, заботливыми, которые неслись по коридору и всегда говорили «здравствуйте». Очень было приятно, радостно ощущать плечо коллег, товарищей, которые всегда могли прийти на помощь. В первый год у меня родился сын, это было тоже очень приятно и радостно. Первые морозы, которые мы испытали, первый укус наших известных мошек. И вот такой глаз, когда я пришла на урок. Мороз, когда мы понимали, что даже дышать невозможно. Это все первое впечатление, конечно же. Первую закалку я получила в школе номер 1, где проработала 11 лет. И именно коллектив первой школы научил меня и верить в себя, и вот это научил любить свою профессию. Школа номер 3, где я работала 15 лет, научили меня не только верить в себя, но и не пасовать перед трудностями. Коллектив, который требовал все время от меня каких-то новых идей, инициативы, то надо было разрабатывать программы, то открывать профильные классы. То есть было много того, что заставляло все время находиться в каком-то тонусе, да, и всегда испытывать драйв от того, что получилось. И второй год я уже работаю в управлении образования администрации города Когалыма. Это новый виток в моей жизни. Снова приходится доказывать, что я смогу
у меня получится, сделаю. Это новый коллектив, удивительный коллектив. Это коллеги, я считаю, что можно назвать и друзьями. Те, которые также сегодня помогают мне осваивать все то новое, что ранее я не умела делать. Моя семья – это мой любящий муж, это мои дети, сын и дочь. Это уже внуки, которые просто удивительные. Я радуюсь каждому мгновению, когда появляются в нашем доме дети. Конечно же, грустно, когда они снова уезжают и оставляют нас вдвоем, но это самое время, когда можно помечтать о большом доме, о лужайке, о бассейне, куда будут приезжать наши дети и внуки. Они будут приезжать, потому что с моим мужем мы, в общем-то, все вот эти 29 лет совместной жизни потратили на то, чтобы привить у детей любовь к семье, к традициям. Очень традиционно является рассматривать наши семейные альбомы. Я вот тут на досуге посчитала, у нас в доме 27 семейных альбомов. С детства это и школьная жизнь, и студенческая жизнь, и уже альбомы моих детей и моих внуков. Как настоящий сибиряк, сибирячка, я думаю, что сибирский характер – это характер должен быть стойкий к каким-то проблемам, уравновешенный. Этот человек не должен бояться трудностей, должен научиться их преодолевать. Это человек, который должен дарить тепло, независимо от морозов. Это человек, который должен любить и быть любимым. Это характер, который непременно должен отличаться закалкой, всем тем, что характерно, наверное, вообще Сибири и зиме. Стойкость, морозоустойчивость и, конечно же, красота, которую дарит каждый из нас тем людям, кто нас окружает.